Синоптикты кушынға инагмагашка хаштагдар шутка температурар хаузан варзан мит фандакта дарсин адмакашын с коммуналын службатам спецэкосервисы кущита фандактал пархканын сажмиша масах самай барынцагмауй. Маржын тротуарта буны катка эфев жардаришын магашка фандакун жмалдар хаджитам шидин самай тагдады хаштканой. Авжар буны када хуша яхкадарсыд арбу комы фандактар асауны барзынай хаттулгата подхоштандар. Нартакка фандаджа байгуман калмакашанс важау талашан машинатам фуншада шофером. Шофертан байгум кутуй кармганан пункт бната кушан санан калачи ваварта министрада психологтам фандаджа ваварата хаяпаназу кушан кананс шофертам. 15 февраля 2021 года движение по военно-грузинской дороге закрыто для всех видов автотранспортных средств. Главным управлением МЧС России развернут пункт обогрева, организовано дежурство оперативной группы. Главное управление для мониторинга обстановки, организовано взаимодействие со всеми органами управления, министерствами, ведомствами, территориальной подсистемой РСЧС, заинтересованные для обеспечения безопасности на военно-грузинской дороге. В ближайшие несколько дней прогноз метеорологических условий на территории Республики Грузия неблагоприятен. Ожидаются сильные снегопады, в связи с этим возможность открытия военно-грузинской дороги минимальна. Хотелось бы обратиться к водителям и к участникам дорожного движения, планирующим проезд через военно-грузинскую дорогу, воздержаться от движения до получения информации на официальном сайте Главного управления МЧС России по Республике Северной Осетия. Также на Транскавказской автомагистрали также закрыто движение для всех видов автотранспортных средств в связи с обильным снегопадом и угрозой схода снежных лавин. До конца недели также прогноз неблагоприятен. Также открытие Транскавказской магистрали маловероятно.